Сегодня мы еще обсудим наиболее важную тему – это отличие трудового договора от договора ГПХ. Что такое трудовой договор? Это письменное соглашение между сотрудником и работодателем, в котором указаны права и обязанности обеих сторон. Наниматель гарантирует сотруднику место для работы, своевременную заработную плату, соответствующие Трудовому кодексу Российской Федерации. А работник в ответ реализует свои прямые рабочие обязанности и соблюдает правила внутреннего распорядка данного работодателя. Очень важно, что трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен или вовсе не оформлен. Что такое гражданско-правовой договор? Это договоренность между исполнителем и заказчиком, при котором они не вступают в трудовые отношения. В этом соглашении определены работы и их результат, за который исполнитель получает вознаграждение. Отличие гражданско-правового договора от трудового договора. Основной обязанностью работника является то, что сотрудник выполняет работу по определенной специальности, квалификации или должности, а в гражданско-правовых договорах прописывается выполнение конкретной работы, цель которой – достижение результата, предусмотренного договором. В трудовых договорах оплата труда определяется в форме заработной платы, выплачиваемой не реже, чем каждые полмесяца в день, установленной коллективным или трудовым договором. При заключении гражданско-правового договора возмездность по договору имеет форму вознаграждения, размер которого определяется соглашением сторон и выплачивается только после выполнения работы или после оформления акта приемки. Работники должны знать, что неоформление с работодателем трудовых отношений и получение заработной платы в конверте повлечет за собой множество негативных последствий. Также работники теряют при оформлении гражданско-правового характера договора часть своей будущей пенсии, оплату больничного листа, пособие по уходу за ребенком и доступность банковских кредитов, другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.